В рамках акции Народного фронта «Все для победы» собран очередной гуманитарный груз. Это уже 18-й рейс, и он направляется в город Луганск. 4 тонны продуктов, арбузы, дыни, чистый горный мед и не только. Организацией провианта и доставкой гумпомощи занимается Ингушское региональное отделение общероссийской организации «Ветераны боевых действий России». Этот груз сформирован нами при помощи управления ФСБ по Республике Ингушетия. Они предоставили основной груз. Управляющее отделение СФР по Республике Ингушетия Ювалов Зубейр тоже предоставил груз. Ветераны Афганистана, Ингушское отделение предоставили вот эти фрукты, яблоки они купили. От нашей организации мы добавили сладкое печенье, очелуки. Также у нас есть арбузы и дыни. Ну, лето же для наших ребят. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, и он сказал вот буквально, что вся страна объединилась в помощь фронту. А фронт сегодня самое важное для нас. Этот лозунг «Все для победы» был сказан в начале Великой Отечественной войны нашими дедами. И сегодня этот лозунг актуален. «Все для победы». Это миссия оказания гуманитарной помощи нашим воинам, участвующим в боевых действиях в районе специальной военной операции. В любом случае важнее этой задачи нет и быть не может. Мы благодарим, как обычно, сегодня наша 18-я поездка в район СВО. Министр строительства республики Муса Илиев в рамках рабочей поездки в подшефный Токмакский район Запорожской области посетил строящуюся артезианскую скважину в городе Молочанск. Работы ведет подрядная организация «Ингушрегионстрой» по контракту, заключенному в 2024 году. Стоимость проекта превышает 27 миллионов рублей. Строительство находится на финальной стадии. Скважина уже пробурена, добыча воды ведется, но продолжается прочистка труб. После завершения в течение 2-3 дней планируется подключение объекта к городским водораспределительным сетям. Далее скважина будет передана на баланс местных коммунальных служб. В 2026-2027 учебном году ведущие вузы России начнут переход на новую систему высшего образования. Массовый запуск системы по всей стране запланирован на 27-28 учебные годы. Суть преобразования заключается в отказе от болонской системы образования. Вместо привычных бакалавриата и магистратуры вводится новая трехуровневая система: базовое высшее образование, специализированное высшее образование и профессиональное высшее образование, аспирантура. Новая система отличается усиленной фундаментальной подготовкой, особенно на инженерно-технических направлениях. Также у студентов станет больше практики из-за более тесной связи вузов с потенциальными работодателями и развития наставничества. Доставить пенсию, оформить посылку. В общем, 250 услуг. Сегодня День российской почты. Он учрежден в 1994 году и отмечается каждое второе воскресенье июля. Но история российской почты берет свое начало еще в IX веке и насчитывает более 1000 лет. Во времена Великой Отечественной именно полевая почта была связующим звеном между воинскими частями. Значимость почтовой отрасли высока, несмотря на развитие интернет-технологий. Тем более почта с каждым днем совершенствуется. А в век технологического прогресса получить письмо по почте от родных и близких приятнее вдвойне. Ежегодно через почтовое отделение страны проходит более 3 миллионов посылок и писем. В республике открыто более 50 почтовых отделений. Сегодня в полночь заканчивается регистрация на Всероссийский форум «Торгим-2025». Мероприятие пройдет с 1 по 5 августа в предгорном селении Мужичи на базе спортивно-тренировочного центра. Участников ждут походы в горы, экскурсии по башенным комплексам, встречи с предпринимателями и работа над стартапами. Также в программе программирование, киберспорт, патриотические тренинги и диалоги с героями. Лучшие проекты получат гранты до 500 тысяч рублей. Успейте зарегистрироваться.